Продолжая дорожную тему, можно сказать, что сегодня госавтоинспекцией проводится большое количество профилактических мероприятий, направленных на снижение детского травматизма на дорогах. Однако вопрос безопасности детей на проезжей части в столице по-прежнему стоит остро. О хронике ДТП в Якутске расскажет Виталий Абрамов. Вечер пятницы. На улице Кирова, недалеко от Силуэта, Toyota Passo сбила 13-летнюю ученицу одной из столичных школ. Приехавшие на место происшествия врачи скорой помощи увезли ребенка с открытым переломом плеча, сотрясением головного мозга и раной голени в республиканскую больницу. По словам водителя, девочка выбежала на проезжую часть на запрещающий сигнал светофора. У меня горел зеленый свет. Видеорегистратор все записал. И тут резко девочка выбегает прямо перед перекрестком. Я руль вправо и начинаю пикать во весь. И по тормозам давлю. И удар происходит, левое крыло задевая. Это получается прямо на пешеходном переходе. Да. Очевидцы происшествия подтвердили слова водителя. Машина ехала оттуда, она уже приближалась, на что девочка, я на девочку смотрю, стою, а она берет и прям резко к нему убегает на колеса. На что вот этот мальчик берет, не то, что я не видел, что мальчик, конечно, да, вот эту вот машину берет вправо, чтобы ее вообще не переехать, он как бы сигналил, хотел остановиться, на что у него не получилось, а он ехал на свой зеленый свет. Госавтоинспекция обращает внимание водителей на необходимость проявления особой внимательности при проезде пешеходных переходов и движения в жилых зонах. Родители просят проводить с детьми разъяснительную беседу о правилах дорожного движения и не оставлять детей на улице без присмотра, даже на несколько минут. Ведь именно они могут стать для вашего ребенка самыми травмоопасными. Следующее ДТП с участием несовершеннолетних закончилось трагически. Вчера около 11 часов вечера недалеко от магазина «Полет» Toyota Corolla не уступила дорогу мотоциклу Honda. В результате один человек погиб, второй получил тяжелые травмы. За рулем мототранспорта находился школьник, а погибшая – его подруга. Отметим, что юноша управлял мотоциклом, не имея на него права управления. Мотоцикл не был зарегистрирован в установленном порядке. Возможно, если бы девушка-пассажир в момент ДТП находилась в шлеме, то смертельных травм можно было бы избежать. Госавтоинспекция обращается к родителям, в пользовании которых имеется авто- или мототранспорт. Запрещайте езду несовершеннолетних детей. И только после прохождения курса обучения в автошколе, достижения соответствующего возраста и освоения всех навыков вождения и ориентирования в транспортном потоке можно разрешить своему ребенку выезжать самостоятельно. Виталий Абрамов, Семен Васильев, Новости.